День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит у нас в республике и, конечно, за ее пределами. И сегодня, коротко подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых главных ее событиях. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы расскажем сегодня. Лучшие IT-умы страны, дизайнеры, программисты, бизнесмены, эксперты кино и представители власти. В Москве стартовала российская креативная неделя. У нас есть предложение от Беларусьфильм, у нас есть предложение с Южной Кореей для того, чтобы якутские наши режиссеры создавали совместную продукцию. Потому что есть интерес, потому что есть талантливые ребята, которые видят этот мир таким, каким хочет его видеть зритель. Первый этап грузового терминала «Нижний Бестях» торжественно запустили в эксплуатацию в Мегино-Кангаласском районе. Мы сейчас видим, как на наших глазах Нижний Бестях превращается не просто в административный центр Мегино-Кангаласского УСа, он начинает превращаться в транспортно-логистический центр всей нашей Якутии. И, безусловно, его роль будет только возрастать. 8-е игры народов республики. Радость, побед, горечь, поражений – самый настоящий праздник спорта. Какими эти игры запомнились зрителям и болельщикам? Порадовать не только себя, но и зрителей, и семью вот этой медалью. Поэтому сегодня я выходил на старт. Но если не за первое место, то хотя бы в призы, реабилитироваться, можно сказать, за вчерашний. И отчасти, наверное, доказать себе. Обо всем этом и не только смотрите в ближайшие полчаса. Глава Якутии Айсен Николаев на этой неделе принял участие в совещании по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности, которое провел секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. На совещании были подробно рассмотрены дополнительные меры по обеспечению национальной безопасности в пограничной сфере на востоке России, а также развитию систем защиты и охраны государственной границы. Отдельное внимание участники Совбеза уделили проблеме энергетической безопасности Дальнего Востока. Отметим, что вызывает беспокойство значительный износ энергетической инфраструктуры и наличие изолированных энергорайонов с автономной генерацией, которая работает на привозном топливе. Главная проблема – высокий уровень износа теплоэнергетических сетей. В отдельных субъектах округа она достигает 77–95%. Самые большие степени износа в республике Саха-Якутия, Забайкальском, Приморском краях, Магаданской области. При этом объем инвестиций в модернизацию энергетического комплекса остается недостаточным. Космическая связь позволит проводить дистанционную диагностику пациентов, проживающих в труднодоступных населенных пунктах. Об этом заявил генеральный директор федерального государственного предприятия «Космическая связь» Алексей Волин. На встрече с главой республики с Айсеном Николаевым они обсудили планы расширения услуг спутниковой связи на территории региона. В ближайшие месяцы планируется подписание договора между предприятием и Якутией. Напомним, в настоящее время при помощи спутников космической связи республика получает 20 эфирных бесплатных телеканалов. Также они обеспечивают работу якутского телевидения и радио. Кроме этого, более 1000 наземных станций принимают спутниковый сигнал и обеспечивают связью органы государственной власти, местной администрации, локальных операторов и других. Мы обсудили планы развития. Эти планы предусматривают увеличение в 3 раза потребностей республики в объемах космической связи. Это 3-кратное увеличение мы сделаем менее чем за 2 года. Отдельный проект, который мы сегодня обсуждали, он касался обеспечения связью 90 медицинских пунктов, которые находятся в ведении республиканского Минздрава. Там наша главная задача заключается в том, чтобы обеспечить линии качественной связи этих пунктов с центром, что позволит быстро производить дистанционную диагностику. Ну а в Москве в эти дни стартовала российская креативная неделя. Форум собрал лучшие IT-умы страны. В парке Горького собрались дизайнеры, программисты, бизнесмены, эксперты кино и представители власти. На площадке креативной недели более 1000 спикеров. Участники из 40 регионов России. Обсуждается более 300 тем. В топе новые векторы развития креативного сектора, влияние санкций и импортонезависимость. О путях ее достижения и креативном ландшафте Якутии расскажет Айсена Бурнашова. Выступления спикеров проходят в открытых павильонах. Например, в этом шатре участники обсуждают, как же взрастить будущих Биллов Гейтсов или Илонов Масков, но только в нашей стране.
В следующем говорят о супертехнологичных средствах массовой коммуникации, которые в скором будущем заменят стандартные СМИ. Всего же на креативной неделе представлено 14 отраслей от IT до моды. Горячие обсуждения не обошли стороной и индустрию кино. И, конечно же, Якутия – флагман этой сферы. Мы планируем запустить проект не менее чем в 5000 залах и при этом охватить 20 миллионов человек. И речь не просто о кинопоказах, а целой сети кинопроката «Экстра Синема». Из оборудования уникальный якутский кинопроектор. В качестве технологического решения своя платформа с фильмами. Проект позволит проводить киносеансы даже в маленьких деревушках с населением 600 человек. А кинозал может открыться прямо в Доме культуры. Условие одно – выход в интернет. Практически совместили стриминговый сервис с публичным показом. Такого решения еще в мире практически нету. Это уникальный продукт. У нас запуск проекта намечен на 27 августа. Это День российского кино. И мы в 10 населенных пунктах в разных наших районах запускаем первые 10 площадок. В цифровой библиотеке топовые якутские фильмы в очереди и российские. В условиях нового времени проектор уникален, отмечают эксперты. Он изготавливается на базе отечественного технопарка «Якутия», а значит способен заменить мировые аналоги. В проекторе сейчас объединена уже функция, уже встроена, которая позволяет автоматически делать отчисления в адрес, авторские отчисления в адрес российских производителей контента. Мы впервые уходим от зависимости от западных здесь уже компаний. Стоимость проекта в целом уже упакованного 900 тысяч рублей, а сам проектор чуть больше 600. Тогда как западные аналоги, они стоят до 5 миллионов рублей. Из 10 пилотных кинотеатров «Экстра Синема» шагнет в 120 якутских сел. Проект ждут и в других регионах страны. Начинать ставки выше брать российскому кино, а может даже и зарубежному кино. Элемент того самого импортозамещения, о котором мы говорили. Ставка на новые смыслы позволила республике совершить рывок в креативные индустрии. Весь мир знает о якутских IT-умах. Экспорт геймдейва укрепляет позиции. Кто-то был в Якутии здесь сидящий? Поднимите руки. 1, 2, 3. А кто-то видел якутское кино? О, видите, как много. Значит, якутийское кино все нормально. Якутское кино, так же, как главную креативную отрасль, ждет мировая слава. У нас есть предложение от Беларусьфильм, у нас есть предложение с Южной Кореей для того, чтобы якутские наши режиссеры создавали совместную продукцию. Потому что есть интерес, потому что есть талантливые ребята, которые видят этот мир таким, каким хочет его видеть зритель. Айтишники, программисты, неофиты креатива, дизайнеры жизни, как только не называют людей новых профессий. И таких специалистов в Якутии станет больше. Якутский колледж технологии и дизайна впервые участвует на креативной неделе, но с размахом заявил о себе. Стал первым в России колледжем, который с этого года начнет обучать студентов сразу по 6 новым направлениям. Это в первую очередь дизайн, уже ближе к индустрии креативной. Потом, значит, анимация, реклама, значит, звукооператорство, музыка, компьютерные технологии. Плюс еще у нас техника и искусство фотографии. Такой специальности по всей России очень мало, да, вот и получается, что мы будем первыми, поэтому все впереди. В основе генерации идей спикеры видят культуру, прежде всего национальную, когда культурный код перерастает в смыслы, а затем и в креативные проекты. Это так здорово, что ты находишься, где национальные корни продолжают прорастать и обогащать жизнь людей уже новых совершенно поколений. Дополнительный импульс развитию креативных индустрий Якутии придаст и соглашение с Роскультцентром. Стороны нацелены на новые проекты и готовы создавать совместные практики. Мы планируем провести российскую креативную неделю в Якутии. В 2023 году это мероприятие федерального масштаба уже пройдет. Благодаря соглашению, я думаю, что мы сможем гораздо быстрее продвигаться с точки зрения развития креативных индустрий не только в Якутии, но и в целом на федеральном уровне. Айсана Барнашова, Виктор Олесов, Москва. День за днем. Тем временем первый этап грузового терминала «Нижний Бестях» торжественно запустили в эксплуатацию в Мегино-Кангаласском районе. Реализация проекта будет способствовать повышению эффективности и удешевлению северного завоза жизненно важных грузов. Подробнее расскажет Светлана Амосова.
Разработка концепции развития нового транспортно-логистического узла в поселке Нижний Бестях, расположенного напротив Якутска на правом берегу реки Лены, началась еще 8 лет назад. Выбор места не был случайным. Именно здесь находится конечная железнодорожная станция Амуро-Якутской магистрали. Стыкуются федеральные автотрассы Лена и Колыма, а также автодорога республиканского значения Амга. Идейным вдохновителем и инициатором строительства проекта выступил генеральный директор Ленского объединенного речного пароходства Сергей Ларионов. Работы по объекту были начаты в 2017 году. В том же году учреждено одноименное предприятие «Грузовой терминал Нижний Бестях». Мы сейчас видим, как на наших глазах Нижний Бестях превращается не просто в административный центр Мегино-Кангаласского УСа, он начинает превращаться в транспортно-логистический центр всей нашей Якутии. И, безусловно, его роль будет только возрастать. Мощность строящегося грузового терминала составляет более 1 миллиона тонн грузов в год с перспективой увеличения до 2 миллионов тонн после 2035 года. Безусловно, работа должна быть продолжена. Очень надеюсь, что в следующем году здесь уже будет и железная дорога. В последующем начнется строительство уже терминала, способного перерабатывать нефтепродукты. И в ближайшие годы вот весь этот транспортно-логистический центр, крайне важный для нашей республики, заработает в полную силу. Грузовой терминал позволит сократить количество перевалок, обеспечить погрузку с железнодорожного на речной транспорт, что существенно повлияет на сроки и стоимость доставки жизнеобеспечивающих грузов, как для центральных районов и, что особенно важно, для арктических районов с возможностью выхода на Северный морской путь. Очень огромные такие средства, программа большая. Более 3 миллиардов рублей должно быть здесь вложено. На сегодняшний день вложено более 1 миллиарда рублей. Примыкание железной дороги здесь будет в следующем году. И, конечно, нас волнует то, что именно наши жители здесь и будут работать. Реализация проекта позволит создать до 334 новых рабочих мест и внесет значительный вклад в социально-экономическое развитие Мегино-Кангаласского района. Терминал призван решать вопросы транспортной доступности региона для развития бизнеса и деловой активности, а также будет способствовать росту благосостояния республики. Светлана Амосова, Вадим Ганкевич, Нижний Бестях. Мы продолжим сразу после короткой рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Мы продолжаем. С 4 июля в Якутии камеры начали фиксировать непристегнутый ремень в автомашинах. При этом административный штраф будет выплачивать именно владелец автомобиля, независимо от того, кто не пристегнут – водитель или пассажир. Об одном из самых распространенных нарушений правил дорожного движения смотрите в следующем сюжете. Водителю автотранспорта и всем пассажирам необходимо быть пристегнутыми ремнями безопасности. Это простое, но обязательное к исполнению требования закона входит в учебную программу всех автошкол. Ага. Пристегивайтесь. Ага. Заводим автомобиль. Сцепление выжили. Заводим. Мое мнение насчет ремней безопасности. Это очень хорошая вещь. Я думаю, что надо носить, надо одевать, и это цель вашей безопасности. Сейчас то, что поставили камеры, это очень сильно способствует то, что будут все водители носить, одевать ремни безопасности. Как показывает статистика, наибольшее количество ДТП с тяжкими последствиями происходит в тех случаях, когда водители и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Сам по себе ремень безопасности не предотвращает ДТП, а смягчает его последствия. Я считаю, что ремень безопасности действительно важен и нужен. Как при лобовом ударе, так же при перевороте автомобиля он поможет мне удержаться в машине. То есть больше шанс выжить. И тем более мы обязательно пристегиваемся. Ремень безопасности очень важен для себя. И всегда одевайте ремень безопасности. Чтобы снизить смертность при ДТП, всех в салоне автомобиля заставляют пристегиваться и ввели штраф за езду без ремня безопасности. Так, за 5 месяцев этого года сотрудники Госавтоинспекции Якутии выявили более 16 тысяч водителей, которые нарушили правила. Фотофиксация у нас ведется в онлайн-режиме. Это, получается, у нас пока будут установлены
при выезде с города, то есть где-то в Вилюйский тракт, Покровский тракт, на факт соблюдения водителями и пассажирами на пристегнутый ремень безопасности. Совершение указанного деяния влечет наложение административного штрафа в размере 1000 рублей. Также хочу сообщить, что данный штраф будет направляться собственнику транспортного средства согласно статье 2.6 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. А теперь в помощь сотрудникам ГИБДД в выявлении правонарушителей подключились новые технологии – камеры с искусственным интеллектом. Наличие или отсутствие ремня на сидящих в автомобиле людях определяет нейросеть. Ответственность за нарушение правил применения ремней безопасности предусмотрена статьей 19.6 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. Жизнь дается один раз, здоровье тем более, поэтому я не хочу рисковать своим здоровьем. И другим также советую, пристегивайтесь. В этом ничего сложного, но свое здоровье вы сбережете. Сотрудники ГИБДД вручную проверяют каждое нарушение, зафиксированное умными камерами, и вносят окончательное решение. Поэтому допущения ошибок минимальные. Майя Гоголева, Александр Слепцов, Якутск. А в июне открылся первый и пока единственный в республике пункт автоматического весогабаритного контроля. Он находится на 65-м километре автомобильной дороги УМНАС в районе села Ой в Хангаласском Улусе. Данный пункт установлен с целью обеспечения сохранности автодорог в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Комплекс фото-видеофиксации предназначен для измерений параметров транспортных средств в автоматическом режиме, а также нагрузки на ось и габаритных размеров авто во время движения. Теперь при превышении веса груза водителям будут предъявлять штраф от 150 тысяч рублей. Очень много грузоперевозчиков, минуя это перевозки, они превышают свои допустимые массы. Да? Как у нас нормативка стоит 10 тонн, но в соответствии этого закона, 253-го, да, федерального закона, именно мы должны, нормативное состояние автомобильных дорог, мы должны сохранять автомобильные дороги. С перевыполнением плановых заданий подходят к профессиональному празднику Дню металлурга золотодобывающие предприятия Алданского района. По отдельным участкам производственной цепочки горняки ставят абсолютные рекорды, невзирая на всевозможные санкции Запада. На одном из карьеров побывал мой коллега Руслан Павлов. Машинист экскаватора Илья Маринин без особого труда управляет стрелой новенькой машины. За бортом кабины плюс 30, а внутри прохлада. Все подчинено электронике и гидравлике, поэтому работать одно удовольствие. Удобство, новые технологии, сами видите, тут все красиво, все как должно быть в 21 веке. А в плане работы, во-первых, меньше простоев, меньше остановок в плане ремонтов, запчасти, и все такое. Машина новая, она должна служить верой и правдой. За последнюю пятилетку карьерную технику в полюс Алдан значительно обновили. Машины в основном импортные, здесь, как говорится, успели вовремя. До осложнений с поставками, техники и комплектующих. Сменными узлами и агрегатами для горной техники на предприятии запаслись, а ответом на санкции являются производственные рекорды, которых добиваются на руднике. За сутки здесь перерабатывают 74 тысячи кубометров горнорудной массы, а это абсолютный рекорд за почти столетнюю историю предприятия. На текущий момент, на текущую дату в разрезе года идем с перевыполнением плановых показателей по горно-рудной массе на 500 тысяч кубических метров. На текущий момент, благодаря инвестиционной программе, у нас удалось обновить парк практически на 70%. Программа рассчитана до 2027 года. В ближайшем будущем, я думаю, обновимся на 100%. От условий труда в целом и на рабочем месте в частности зависит не только производительность всего предприятия, повышается культура производства. В первую очередь это культура производства, комфорт и безопасность наших работников. Увеличивается производительность, увеличивается активность и потоки, так сказать. На текущий момент полностью все парки обновлены, практически идет активная взаимозаменяемость оборудования. Работник доволен. Самое главное – это беречь и заботиться о наших людях. Люди – это наше главное золото. В
В этом году руднику Куранах исполняется 65 лет. Годовщину отметят в День металлурга, что вдвойне приятно. Передовикам уважения, почет, премии и подарки, а для руководства предприятия – генеральная репетиция перед вековым юбилеем компании, который «Полюс Алдан» отметит в 2024 году. Руслан Павлов, Нижний Куранах, Алданский район. Ну и самое главное. Всю неделю жители республики с волнением следили за ходом спортивных баталий 8-х игр народов Якутии в селе Барагонцы Усть-Алданского района. Ну и немного цифр. Участие в играх принимали 1870 спортсменов из 36 команд районов и вузов республики. Большинство из них прошли отборочные республиканские соревнования, чтобы попасть в финальную часть игр. Самые крупные сборные представили Мегино-Кангаласский улус – 132 участника. Усть-Алданский улус на правах хозяев выставил 2 команды, в одной 131, в другой 30 участников. Тройку крупнейших делегаций замкнул Якутск – 127 спортсменов. Ну а кроме как спортивным подвигом нельзя не назвать команду Аллайховского улуса. Единственная спортсменка приехала представлять родной улус в соревнованиях по легкой атлетике. Ну а что касается накала эмоций и интриг, то те страсти, которые разворачивались на протяжении 6 дней, зрители и болельщики запомнят надолго. В первый же день фавориты прошлых лет, женская команда по волейболу Амгинского улуса, потерпела поражение в схватке с командой Якутска. И, что еще более обидно, проиграла дебютанту игр, команде Таттинского улуса. Настоящая драма, правда, со счастливым концом разыгралась в легкой атлетике. Звезда забегов на длинные дистанции Артур Бурцев получил тепловой удар и был дисквалифицирован в забеге на 10 километров. Но забег на 5 километров все же принес ему золотую медаль. Конечно, хотелось порадовать не только себя, но и зрителей, и семью вот этой медалью. Поэтому сегодня я выходил на старт. Но если не за первое место, то хотя бы в призы, реабилитироваться, можно сказать, за вчерашний. И отчасти, наверное, доказать себе. Рекорд игр народов Якутии по прыжкам в длину поставил спортсмен из Мегино-Кангаласского района Игорь Скрябин, прыгнув на 7 метров 40 сантиметров. Руслан Лугинов, усть-алданский гиревик, принес долгожданную победу своей команде в силовом спорте, чего не случалось последние 20 лет. В стритболе среди мужчин дебютанты из Знамского улуса завоевали золото, обыграв фаворитов, команду из города Нерюнгри. Во-первых, мы очень рады, потому что для нас это первые соревнования. Во-вторых, пришли все спортсмены нас поддержать, это очень приятно, и нам очень приятно выигрывать для них. Соперники хорошего уровня, соревнования тоже высокого уровня. Очень тяжело играть из-за погодных условий, но все справляются. Немалые усилия приложили спортсмены во время финального забега на 3 километра в рамках многоборья ГТО. Лидировавшего почти все круги Николая Латышева из Хангаласского улуса на последних секундах резко начал обгонять Григорий Мальцев из Вилюйска. И снова чуть не разыгралась драма. Преодолев финишную черту, спортсмен рухнул без сил и частично потерял сознание. Я 6-7 кругов лидировал, он держался за мной, но это... Получается тактическая борьба, тоже за спиной сидеть легче, у легкоатлета ветер не дует, поэтому спереди ходить тоже труднее бежать. Поэтому трудно было, но я старался, и на последней 100-метровке он выиграл меня.
Что ж, завершились 8-е игры, но уже начата подготовка к следующим. Пройдут они в 2027 году. 9-е спортивные игры народов Якутии пройдут в Нюрбинском улусе. За право принять спортивные игры народов боролись 6 муниципальных образований республики. Нюрбинский, Хангаласский, Ленский, Алданский, Кобяйский и Мегино-Кангаласский районы. Требования к кандидату, принимающему спортивные игры, были очень высокими. Так, обязательно наличие исторического обоснования, то есть это или юбилейная дата, или спортивная история улуса, а также развитой транспортной инфраструктуры, спортивных объектов, объектов для комфортного размещения и питания участников, организаторов и гостей спортивного мероприятия. Что ж, именно такой была эта неделя. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Для вас в студии работал Иван Лазаренко. Я с вами прощаюсь и берегите себя.